Палітычны крызіс, які ўжо відавочна перацякае ў эканамічны. Да якіх наступстваў можа прывесці далейшае супрацьстаянне ўладаў з пратэстоўцамі? Што будзе з беларускім рублём, банкаўскімі ўкладамі насельніцтва і агулам з прадпрыемствамі і эканомікай? У эфіры перадача «Экономика с Чалом». З вами Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Здравствуйте. У нас действительно есть сейчас два не очень хороших сценария. Это ужасный конец или ужас без конца. Фактически ведь итальянская забастовка, она происходит, она прямо сейчас идет. Нацбанк готовит банковскую систему к возможному существованию в условиях недостатка валютной ликвидности. Сёння мы выходзім у эфір у экстрэмальных умовах. Сергей Чалы, які ўваходзіць у каардынацыйную раду апазіцыі грамадзянскай супольнасці па перамовах з уладамі аб урэгуляванні палітычнай сітуацыі ў краіне, не можа з меркаванняў бяспекі знаходзіцца ў Менску з намі тут у студыі. Таму мы выходзім з ім на сувязь онлайн. Сергей, як справы, ці знаходзіся ты ў бяспецы? Да, спасибо, все в порядке у меня. Ну, вось пачнем адразу і з гэтага. Ідуць рэпрэсіі супраць каардынацыйнай рады, то бок паводле твайго выразу недаўняга ў соцсетках ідуць арышты парламенцёраў. Што гэта азначае? Ці азначае гэта правал увогуле ідэі перамоваў, ці ёсць гэта разгром увогуле пратэстаў? Нет, я по-прежнему считаю, что единственным способом из этого кризиса выйти, это все-таки садиться за стол переговоров, потому что ситуация во многом патовая. Все стороны предъявили свои аргументы. Сейчас действительно, по-моему, понятно и внутри страны, и всем международным наблюдателям и специалистам, что для действительно урегулирования этого политического тупика, иначе как переговорами из него выйти нельзя, но мы видим, что действительно происходят очень странные вещи, когда сама идея переговоров воспринимается как государственное преступление властью действующей. Улады так успрымаюць гэта, і што ім перашкаджае працягваць так гэта ўспрымаць і праводзіць, можа, не такія жорсткія рэпрэсіі, як адразу пасля выбараў, але паступова проста затрымліваць усіх нязгодных і такім чынам проста зацэментаваць сваю перамогу. Дело в том, что несогласных, мне кажется, в стране так много, что всех задерживать это очень накладно, дорого и так далее. Я вообще просто хочу сказать, что какой следующий шаг может быть со стороны властей, да, то есть как бы после такой волны насилия, которую мы видели, ну, как бы только разве что переход к полноценной диктатуре, но просто надо понимать, что диктатура это чрезвычайно дорогое занятие, это очень невыгодно с точки зрения экономики, это очень неэффективно, и это, как правило, возможно только в странах ресурсных, да, у которых есть там нефть, есть какие-нибудь там цветные металлы и так далее. У нас этого ничего нет, поэтому никакой диктатуры здесь... Она просто, наша экономика не потянет. А что значит переход до диктатуры? Як это повинно отрозниваться от того, что есть? Я объясню, потому что на самом-то деле ведь, вы же сами понимаете, самый главный фактор в экономике, мы многократно об этом говорили, это то, что называется доверие. Это доверие и иностранных инвесторов к экономике, и доверие отечественных инвесторов к проводимой политике. И в конце концов это доверие самих граждан к власти. И в отсутствии этого доверия вы просто, не можете... Чем вы будете управлять? Да? То есть мы фактически, если хотя бы не будет таких горячих забастовок, да, что называется, то фактически ведь итальянская забастовка, она происходит, она прямо сейчас идет. Ну, до речі, коли вже ми говоримо про страйки, то улады кажуть, що опозиція, навіть для вас, страйки – це стрел собі у ногу. Лукашенко просто може звольніць лішнюю працоўную сілу, якая даўно не рэнтабельная па палітычных матывах, а інакш бы яму прыйшлося іх трымаць на заводзе. І нават калі будуць эканамічныя страты, то Лукашенко сябе і сваю ахову не пакрыўдзіць, а проста адбярэ гэта ў людзей. У чым сэнс людзям тады страйкаваць? Забастовки были скорее таким, наглядным таким показателем того, что несогласных много, даже там, где считалось, что рабочие государственных предприятий – это основной электорат Лукашенко. Оказалось, нет, там тоже люди не воспринимают его победителем этих выборов. Але чаму тады менавіта страйкі падобна, што так напалохалі ўлады, таму што гвалт ішоў няспынна да таго моманту, пакуль прадпрыемствы не пачалі страйкаваць, і Лукашенко потым, гаворачы, што ён гатовы да перамоваў, падкрэсліваў, што гатовы да перамоваў толькі з рабочымі калектывамі, і чаму ж ён тады паехаў на гэтыя заводы?
калі страйки ничего не означают? Нет, ну я же не сказал, что они совсем ничего не означают. Я думаю, что все-таки, скажем, забастовка шахтеров на Белкалии, да, она действительно, скорее всего, именно она и напугала. Потому что это сейчас одно из немногих предприятий, которое обеспечивает поток валютной наличности, да, то есть валютные потоки, от которых сейчас страна зависит очень сильно, потому что, как я уже говорил, потеря доверия к проводимой экономической политике и вообще к политике в стране означает главным образом то, что, как сказать, источников поступления валюты становится меньше, и эти поступления, в частности кредитные ресурсы, они становятся дороже. Это очень четко видно по нынешним котировкам еврооблигаций, которые фактически означают, что если бы новые займы потребовались, стоимость их приближается к 10% годовых, что, в принципе, понятно, это запретительная величина. Безумие брать кредиты по таким процентным ставкам. Вот, поэтому, конечно, вот, забастовка на предприятиях, которая работает по длинным контрактам, где срыв поставки может действительно означать срыв всего контракта, да, действительно было, видимо, болезненным. Я не знаю, это такая дурная шутка или что это было, когда Лукашенко сказал, что вы можете бастовать, мы вас всех бастующих уволим и заменим там кем. Вот была идея, а давайте мы завезем шахтеров из Украины, например. Вот, мол, там много безработных шахтеров. Ну, на самом деле это не так. Значит, шахтеров как раз не хватает. Ну, судя по тому, что называется, какое количество людей по всей стране выходят на акции солидарности и возмущены как насилием по отношению к ним, так и тем, что их голоса украдены. Может быть, взять и завести вообще другой какой-то народ нашему президенту, да, то есть к этому фактически дело уже идет. Понятно, что так страна существовать не может. І што далей? Ну вось джин з бутэлькі, джин гуляе штодзень па плошчах, не парушаючы парадку, а нават прыбіраючы за сабой, здымаючы абутак, заходзячы на лаўку. Чаму улады не могут за этим спокойно назирать год, 2 и 5? Смотри, то есть мы же видим, что вот опять же я хочу снова вернуться вот к этому концепту доверия. Доверия к экономической политике, доверия просто к политике и так далее. Мы же видим, что уже сейчас, да, там действия, скажем, Нацбанка, действия финансовых регуляторов говорят о том, что вот это самое отсутствие доверия выливается, в том числе в отсутствие доверия к банковской и финансовой системе. Вот, у нас уже сейчас на валютном рынке идут рекордные объемы торгов. У нас уже сейчас Нацбанк заявил, что одним из, что называется, KPI, да, то есть показателей эффективности, по которым будут мерить работу руководителей банков, это привлечение иностранной валюты в страну. Ну, зачем? Для того, чтобы поддерживать вот те самые предприятия, которые, значит, вот в таком режиме работают. Вот. Очевидно, что Нацбанк готовит банковскую систему к возможному существованию в условиях вот, недостатка валютной ликвидности. То есть я совершенно не исключаю, что, скажем, мы увидим нечто подобное вот марту 2011 года, когда все банки, условно говоря, станут на покупку, вот, а котировки продажи, значит, они будут не иметь никакого смысла, потому что продажи валюты просто не будет. То есть этого не будет. Ну, зараз у нас, до речі, акурат кризис або дефицит рублевой ликвидности. В том числе. А это как раз связано с тем, что очевидно в некоторых банках происходит, что называется, сокращение пассивов, то бишь сокращение депозитов. И поэтому у них баланс, видимо, сейчас не очень хорошо себя чувствует, и требуется покупка рублей на рынке. Причем, обрати внимание, что Нацбанк временно приостановил такие операции, значит, ну, за исключением антикризисных, да, а вот, собственно, пополнение рублевой ликвидности от себя прекратил. То бишь предлагает банкам идти на рынок и покупать эти средства у других банков. Это было, до речі, у 2013 году ранее, коли они штучно стрымливали курс таким чином, так? Именно. Я как раз про это и хочу сказать. Потому что ведь вот что происходит. Помимо того, что каким-то банкам требуется рублевая ликвидность, и это, кстати, видно по ставкам на межбанке. То есть буквально еще несколько дней назад ставки на межбанке были, вот эти вот однодневные кредиты, они были около 4%, сейчас они приближаются к 10%.
Это как раз вот говорит о том, каков большой спрос на них. Это раз. И второе, почему именно Нацбанк не хочет продавать рубли? Потому что он не хочет еще дополнительно, чтобы за эти же нацбанковские рубли сами банки еще и игрались на валютном рынке против собственного же рубля. То есть вот что происходит на самом деле. То есть это вполне себе такой антикризисный режим функционирования нашей финансовой системы. Ну а якія сцэнары развіцця падзей, па-першае, для курса рубля, а па-другое, для банкаўскіх укладаў насельніцтва? Вот, найгоршы, найлепшы варыянт? Самый страшный сценарий рисовать не хочется, но я просто к тому, что может повториться ситуация 2011 года, когда рынок просто станет однобоким. Когда, помнишь, были очереди в обменниках в расчете на то, что какой-нибудь странный человек таки решит валюту продавать, а не покупать. Ну, много дел, в яких обменниках уже такое отбывается и теперь. И мне кажется, что самым, что называется, негативным сценарием является не какое-то там одно событие, да, то есть не какой-то там вот что-то случится, да, и там по щелчку пальцев все поменяется. Мне кажется, что то, что происходит, это происходит вот постепенное осознавание того, что если ничего не поменяется, мы просто превращаемся в страну третьего мира. Да? То бишь непризнанный мировым сообществом президент, в ужасном состоянии экономика, которая не может жить без внешней подпитки, а эта внешняя подпитка может быть идти только из России. Это сценарий массовой, на самом деле, массовой трудовой эмиграции. Ну, в первую очередь, всего того, что конкурентоспособно, и то, что имело отношение к будущему, то бишь вот IT, да, и так далее. Добра, тады, калі назад да крызіса, былы памочнік Лукашенка, а зараз віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў выступіў са зваротам да грамадзян, у якім гаворыць, што давайте жить дружно, а докладнее не дружно, а давайте подпорядковываться уладам и не расхистывать экономику ни страйками, ничем іншим, потому что нам погрожает и девальвация, и дефолт, и все найгоршие речи. Зараз, до речі, такое вражение, что зняты бан на слово дефолт. Я не памятаю, коли он увогуле пачаў гучаць з боку уладу, коли он, до речі, пачаў гучаць и наколькі он увогуле верагодны. Что называется, как это, хорошая попытка, но нет. Значит, не надо пытаться обвинять людей в экономическом кризисе, который целиком является рукотворным действием властей. Не надо. То есть не переносите, что называется, там, с больной головы на здоровую. Напротив, еще раз я подчеркиваю, действия людей, которые вице-премьер Снапков называет элементами экономического самоубийства, это на самом деле не экономическое самоубийство, это попытка людей, боящихся за свое благосостояние, спасать свои средства хоть каким-то способом. То бишь, еще раз, это вот напомню, знаешь, это вот напоминает очень сильно ситуацию декабря, кажется, 2010 года, когда, помнишь, Лукашенко сказал, что вы сами себе можете создать девальвацию. Вот это нечто подобное. Вы сами себе можете создать там экономический крах там, и так далее. Но так, еще раз говорю, так никогда не бывает. Если фундаментально ситуация крепкая, то никакая паника, значит, не приводит к, значит, ни к дефолту, ни к девальвации, ни к чему. Да? Вот. Еще раз я подчеркиваю, что все то, что сейчас в экономике сложилось, это все результат вот этой вот потери доверия между экономическими агентами и политической властью. И действительно, слово «дефолт» начало возвращаться в лексикон. Раньше его избегали очень тщательно. Больше того, я тебе скажу, что у нас в этой ситуации, если ничего не поменяется, то мы просто можем превратиться, знаешь, в такую вот маленькую Аргентину. То есть страна, которая такой серийный дефолтер. То есть мы же все равно, даже совершив дефолт, мы же все равно не получим достаточно ресурсов для того, чтобы, столько, сколько экономике надо. Потому что все равно внешний долг будет продолжать расти, все равно сложности с его обслуживанием будут происходить. То есть, как бы можем легко превратиться в страну, у которой репутация, что вот, знаешь, как сосед, который все время ходит по соседям и просит денег. Еще что я хотел сказать, мы помним, что у нас летом было размещение еврооблигаций, и судя по скорости траты валютных резервов, этих средств хватит, примерно где-то только до конца
года вот этого полученного еврооблигационного займа, и понадобится опять где-то на внешний рынок идти. А в нынешней ситуации, как я уже сказал, в нынешней ситуации, единственным таким источником средств, наверное, остается только Россия. И то она уже начинает нас, Беларусь, рассматривать как страну, выделение межгосударственных каких-то кредитов, который является не самым лучшим вложением средств. То бишь мы уже начинаем рассматриваться как не самый надежный заемщик на мировом рынке и даже у своего самого ближнего союзника. Это то, что российский Минфин пропоновал. Именно так. Перагледзець умовы выдзялення крэдытаў традыцыйным саюзнікам, але ненадзейным эканамічным партнёрам. Добра, значыць, у нас ёсць праблема тая, якая ўжо не першы год, у тым, што эканамічны рост меншы, чым адсоткавыя стаўкі, які мы плацім па крэдытах, то бок мы, крэдытная піраміда расце, мы себе заганяем все в ніжэйшы і ніжэйшы эканамічны рост. А некаторыя людзі кажуць, дык зараз, калі памяняць уладу, коні на переправе, то будзе яшчэ горш. Крызіс толькі пагоршыцца, што лепш хаця б ужо... Про это я как раз хотел поговорить. Сделаю маленькую рекламу, можно легко найти на YouTube мое интервью с Сергеем Гуриевым. Там просто наберите Сергей Чалый, Сергей Гуриев, вы его найдете. Я как раз непосредственно этот вопрос задавал Сергею Гуриеву. Мы же знаем, что он был до прошлого года, он был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. То есть я как раз пытался задать у него вопрос, что может произойти в случае действительно смены власти на той, которая обладает авторитетом и доверием у всего населения, и, соответственно, как может поменяться отношение внешнего мира к стране. И действительно, то есть его ответ был такой, что просто настолько плохое отношение сейчас у международных финансовых структур к политике Лукашенко, уже настолько все знают, что он несколько раз обманывал и не выполнял свою сторону договоренностей, что просто смена на любое другое новое правительство, просто отсутствие его во главе страны, резко, что называется, приведет к росту доверия и интереса международных финансовых структур. Я думаю, что моментально можно будет начать давно уже назревшую, перезревшую, скажем, новую программу Международного валютного фонда. Это как раз источник такого рода, что называется, антикризисных денег. Я думаю, что размеры лимитов иностранных инвесторов и международных финансовых структур в виде Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития будут моментально пересмотрены в сторону повышения. То есть интерес будет огромный. Я еще раз хочу это подчеркнуть, что на самом-то деле у нас настолько сейчас плохой имидж на международной арене, что называется, экономический, что просто, убрать фактор этой неопределенности, это сразу будет позитивная вещь. Это не фактор кризиса, это фактор как раз-таки прекращения кризиса. Тады бліжэйшыя эканамічныя перспектывы у бліжэйшыя месяцы. До чаго рыхтавацца людям? Мне кажется, что люди, в общем, примерно сами понимают, к чему готовиться. Готовиться к ухудшению, падению уровня благосостояния, если коротко. То есть это может быть несколько каналов, почему это произойдет. Это может быть фундаментальное ослабление курса рубля, то бишь мы все победнеем из-за девальвации, которая может произойти. Это может быть банковская или валютная паника и так далее, то есть кризис по сценарию 2011 года. То есть мы пока не знаем масштабы, мы не можем, фактически сейчас мы не можем оценить нормально, то есть какие проблемы экономики ждут в случае действительно продолжения кризиса доверия между обществом и властью. Но то, что богаче мы от этого не станем, и что, как в знаменитом анекдоте, мы будем меньше есть, потому что кормить силовиков все равно придется, значит, будет меньше средств на обычных мирных граждан. І так атрымліваецца з таго, што я зараз зразумеў, палітычны крызіс, як і кажуць улады, сапраўды паскарае эканамічны крызіс. Але рэзкае эканамічнае пагаршэнне можа быць тым чыннікам, які змусіць улады, шырокія колы элітаў да даўно наспелых эканамічных пераменаў, паколькі крызіс ужо наспяваў апошняе дзесяцігоддзя. У выпадку ж, калі народ здасць свае пазіцыі, то эканамічнае падзенне запаволіцца, але нікуды не дзенецца і будзе працягваць падаць тэарэтычна бясконца.
Да, совершенно верно, ты все правильно понял. У нас действительно есть сейчас два не очень хороших сценария. Это ужасный конец или ужас без конца. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и в социальных сетях. з вами був Сергій Чале. И Станислав Ивашкевич. До зустрічі на наступному тижні. Всего доброго.